Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за вашу подписку, за ваши лайки, за ваши прекрасные теплые комментарии. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Ваш мужчина наизнанку. Давайте посмотрим все, что у него к вам есть, накопилось и, возможно, даже еще и будет. Пожалуйста, настройтесь на гадание, посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам важен, интересен, на кого бы вы хотели посмотреть. Загадайте этого человека и спросите: мой милый дорогой, назовите его по имени, расскажи все, что у тебя ко мне есть. Все нам покажи. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте уже посмотрим на вашего загаданного человека. Так, ну сразу скажу, человек вышел тут с павлиньим глазом. Этот человек очень любит себя. Этот человек себя никогда не обидит. Он всегда будет действовать в первую очередь в своих интересах. Немножечко такой, знаете, самовлюбленный тип к нам пришел на эту отсыпочку. Он не будет этого показывать. Конечно, вы догадываетесь. Он, конечно, маскируется, но умную женщину не обманешь. Вы об этом догадывались. Что тут юлить? Я вижу, что вы догадывались о том, что он вот такой вот павлин, самовлюбленный павлин. У него еще, смотрите, тут маленький знак султана вышел. То есть он человек о себе очень высокого мнения. То есть он говорит: о, я, говорит, вообще крутой. Я, говорит, вот прям самый-самый. Ей очень даже, говорит, повезло, что я на нее внимание обратил. Хотя, если честно, да, вот он понимает, что вы ценность. Причем ценность очень, знаете, как не по карману ему где-то, да. То есть понимает, что где-то он до вас не дотягивает. Понимает, что такую женщину, как вы, нужно холить, любить, оберегать, хранить. Понимаете, пылинки с вас сдувать. Это он все понимает, но делать по факту не делает. Ему очень нравится то, что вы к нему открыты, ему очень нравится то, что вы к нему проявляетесь. Этот человек просто балдеет, наслаждается. Он потом, знаете, там вечером, ночью, когда ложится спать, он прям вспоминает все и смакует это вот воспоминание, да, что вы там к нему проявили, что вы о нем позаботились, что вы там ему лишний раз улыбнулись, там дотронулись, погладили. Он прям такой, знаете, вот прям гурман в этом плане, постоянно об этом думает, вспоминает, даже может что-то приписывать, да, вот он себя видит такого, знаете, рыцарь в сияющих доспехах, да, и вы такая вот голова ниц, да, и такая вот к нему там преклоняетесь, да, мой рыцарь, что пожелаешь, все для тебя. Да, такой мужчина. Но знаете, вот при всех вот его недостатках, а они достаточно существенные, этот человек умеет любить, этот человек, даже не так, этот человек умеет сделать женщину счастливой. Он умеет так посмотреть, такое слово подобрать, так прикоснуться. Опять же таки, в постели он молодец. То есть, если он постарается, он может показать действительно какой-то вот прям класс, вот по-другому не скажешь. Этот человек непростой, у него судьба какая-то сложная, понимаете, вот его обижали, и то, что он стал вот таким павлином, это идет у него как компенсация, попытка забыть прошлое, попытка забыть те обиды, те неприятности, те какие-то вот узкие моменты, да, которые пришлось ему прожить, протиснуться, выжить, может быть, даже. Этот человек несколько раз был на грани. Вот 2 раза у меня выходит на грани жизни и смерти. То есть, грубо говоря, он уже с тем светом здоровался, да, вот этот момент в его жизни был. Что интересно, особо ничего он из этого не почерпнул, он может об этом рассказывать, он может этим кичиться, что вот я там, извините, умирал, да, но не умер. Я там все уже знаю, я уже там ничего не боюсь. Как говорится, я умирал, и мне понравилось, да.
Меня это не испугало. Он немножко маргинальный идет. Маргинальный, вот какой-то вот у него есть неприятный момент, что он такой кичится, причем и по мелочам, и по крупному, по всякому. В своем круге, среди своих друзей, вот у него несколько таких вот, ну тут два основных, да, еще один какой-то есть. Вот он прям перед ними там бисер метит, понимаете, он прям рассказывает, какая вы там услужливая, что он там только бровью поведет, а вы уже готовы на то, чтобы там все ему там на золотом блюдечке, да, с голубой каемочкой. То есть вот эти моменты он рассказывает. Возможно, вы даже слышали, возможно, даже до вас доходило. Вам это, конечно же, очень не нравится, но ваш мужчина, он такой. Знаете, вот любит он там открыть, не знаю, там социальные сети, да, найти вашу фотографию самую там такую, знаете, вызывающую, да, показать там кому-нибудь, сказать, вот моя, говорит, моя, вот это моя. Вот, и чтобы человек сказал, да ты крутой товарищ, да, вот какие у тебя женщины красивые есть. По поводу, кстати, моногамности, вот он соблазняется на женщину. Вы уж простите, что я так говорю, но он соблазняется. Если женщина начинает активно за ним ухаживать, то он может принимать эти ухаживания, потому что, ну, скажем так, да, вот я вам сказала, да, у него в детстве что-то было не так, как будто бы ему любви в детстве не хватило. Поэтому он может принимать ухаживания. Я не буду говорить, что он падкий на юбки, нет, такого я не вижу. Но то, что он может вот ради вот какого-то кайфа, драйва принимать ухаживание женщины, это да, ему это льстит, ему это нравится. Если вы хотите на этого мужчину влиять, управлять, вы должны восхищаться им, да, вот, ну, без зазрения совести льстить. Вот это ему прям заходит, то, что надо. Путем лести, кстати, этим человеком можно манипулировать, управлять, толкать его в ту сторону, которая нужна вам. И знаете, в его окружении есть несколько людей, которые это знают и которые этим пользуются. Да, мужчину этого не переделать. Да, у него есть какие-то сложности, да, у него есть какие-то непонятности. Но, тем не менее, мои дорогие девочки, мужчина к вам очень сильно привязан. У этого мужчины к вам есть настоящая любовь. Но эту любовь он еще не принял. То есть, ну, как бы так, он там понимает, да, что мне очень нравится, что я ее хочу, я хочу быть с ней, она вот меня лечит, она меня восстанавливает. Но при всем при этом ему страшно влюбиться, довериться, открыться, потому что боится потерять себя. А этот мужчина пугливый. И, знаете, вот в его жизни была женщина, которую он любил, и мне почему-то кажется, что это была мама, ну, либо есть мама, да, но эта женщина, она какая-то холодненькая, да, вот она прям, ну, всегда дистанция, всегда какой-то разрыв. Он с душой, а она к нему, извините, попой поворачивается. То есть где-то он, возможно, даже использует своего сына. Да? То есть мне больше идет, что это мама, не идет, что это какая-то бывшая. Может быть, какая-то была первая у него любовь, там, учительница, может быть, какая-то девочка постарше. Просто здесь женщина идет постарше. И знаете, тут такая история, что она-то понимает, что она плохо поступает, да? Но все равно продолжает это делать, либо продолжала это делать. Поэтому вот есть в его прошлом женщина, которая вот виновата в том, что происходит сейчас. Потому что я вижу, что мужчина сейчас ведет себя иногда странно. У вас огромный вопрос возникает, почему ты так себя ведешь? А что же дальше? Почему ты позволяешь себе иногда мной пренебрегать, иногда там где-то спрятаться, закрыться, не отвечать, быть грубым. То есть, знаете, вроде как люблю, а то раз сорвался, там мог и накричать, и мог там какие-то претензии предъявить, как-то вот прям мог даже поглумиться в каких-то случаях. Но это я обобщаю, да, это не значит, что у каждой так. Да, то есть мужчина где-то себя проявлял грубо, вот понимаете, у каждого грубость была немножечко там по-своему, да, проявлено, но тем не менее. То есть этот мужчина, он как бы и гладит, и в то же время отталкивает, да, то есть и облизывает, и кусает, ну, если сравнивать, например, с животными. Вы уж простите, что так говорю, но кто-то, кстати, его так и называет. Мой котик называет, говорит, мой котик. Знаете, котик ваш, он такой блудливый немножечко, этот котик. Для него очень важен интим, для него очень важна эта сфера жизни. А для него важно не только
не только, да, вот сам процесс. Ему очень важно, чтобы вы им восхитились. То есть этот мужчина в интимной жизни может там просто блеснуть как самая яркая звезда. То есть он может настолько постараться, чтобы вас там полностью удовлетворить, чтобы вы им восхитились. То есть он как ищет все время похвалу. Вот вообще его вся жизнь, она какая-то вот в отношениях с женщинами особенно, он все время ищет похвалу, чтобы женщина его похвалила, сказала: ох, какой ты умный, ох, какой ты горячий, ой, какой ты там сильный. То есть ему это надо, но это не должно быть на постоянной основе. Не надо ему чересчур подслащивать жизнь. Почему? Потому что он к этому может, к легким победам, он может и привыкнуть, и поостыть. То есть он будет говорить: ой, ну для нее я идеал, в принципе, ну что мне тут стараться, да, все равно, что бы я ни сделала, что бы я ни сказала, я для нее идеал. Поэтому, мои дорогие, если вы хотите этого человека, во-первых, вы должны понимать, что он непростой. У этой шкатулочки есть секретик. Секретик такой, знаете, не каждой по зубам. Почему? Потому что не каждая девочка может быть стервой. А здесь секретик заключается в том, чтобы этого мужчину вертеть, извините за одно место причины, вы должны быть стервой. Причем в прямом смысле этого слова. И я просто знаю, что некоторые девочки настолько мягкие, настолько добрые, что они просто не вытягивают, да, такую роль. Ему не нужна добренькая, ему не нужна ласковенькая, ему нужна именно такая, которая будет его, извините меня, ручкой по лицу гладить, да, а другой ручкой вот такой вилкой попу тыкать, понимаете? Вот такая ему нужна. С такой он будет чувствовать себя всегда, знаете, как под допингом, да, будет стараться, будет активничать. Ему нужны пикировки, ему нужны споры, ему нужно с вами поругаться, поспорить и выиграть, да, потом, например, бурно с вами помириться в постели, чтобы вы сказали: ох, ты превзошел сам себя. Но это не должно быть на постоянной основе, опять же таки, дозировано. Человек, ваш избранник, достаточно сложный. То есть мужчина, который пришел на эту отсыпку, он сложный. Он любит дорогие вещи, он любит красивые вещи. Он иногда может, извините, на какую-то ерунду потратить деньги, только лишь потому, что она ему понравилась. То есть какое-то детство у него недолюбленное, да, что ли, недополученное что-то в детстве у него было. Поэтому, мои дорогие, мужчина сложный, мужчина загадочный, но, еще раз говорю, да, есть девочки, вот я вижу на песке, здесь есть девочки, которые осилят этого человека, и тут и брак, и счастливый брак, и семья, и вот, знаете, такие отношения, они не пресные, они вот именно действительно с перчиком, не сильно перченые, но, тем не менее, не скучные. Вам понравится, у вас достанет и ума, и выдержки, и силы этого человека понаправлять, потому что он нуждается в направлении. Иногда у него бывают такие моменты, когда он просто теряется, когда он действительно становится как какой-то слепец, и ему нужно давать тон, нужно показывать направление, куда ему идти. Человек, сразу говорю, не для слабеньких девочек. Если вы понимаете, что вы девочка Божий одуванчик, то лучше не стоит. Не стоит, потому что этот мужчина, он вас сломает. Сломает, пережует и, извините меня, выплюнет. Ему нужна жесткая рука. Вот как ни крути, жесткая. Ему нужна госпожа. Если вы понимаете, что госпожой вы быть не можете, то делайте правильные выводы. Мои дорогие, моя цыпочка на этом закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.